Мы продолжаем работу нашей форсайт-сессии. Просим прощения за такую паузу, которая потребовалась для интервью. Форсайт-сессия предполагает обмен мнениями, поэтому, пожалуйста, вы свои вопросы готовьте. Но из-за того, что у нас такой регламент жесткий, мы устанавливаем такие правила. Мы сначала выслушиваем все доклады, вопросы задаем после докладов. Если очень хочется задать вопрос непосредственно, лучше написать записочку, передать в президиум. Я передам слово Марии Витальевне. Спасибо. Уважаемые коллеги, участники форсайт-сессии, сегодня нам предстоит договориться по поводу нашего видения, нашего образа будущего того центра, который заявлен, и также, возможно, договориться о действиях в этом контексте, то есть какие пути достижения нам предстоит выполнить в будущем. И перед нами, как уже сказала Наталья Леонидовна, выступят эксперты, которые на основе своего опыта, своей деятельности выскажутся также о том, какие бы мы хотели видеть направление деятельности этого центра, а также с учетом предполагаемого участия всех участников сессии. И в рамках диалога мы бы хотели, чтобы вы также высказали те направления, те приоритеты, которые вы хотите видеть в качестве реализации при создании центра финно-угорского библиотечно-информационного центра. Также нам, безусловно, предстоит определить, какие направления будущего нам предстоит работать. Это и организационные, и в плане менеджмента, и в плане ресурсов составляющих, и также технологической базы. И подготовить или определить некий план действий по достижению заявленных результатов по нашим целям. И также, я думаю, что нам стоит определиться на как ближайшую, может быть, и так долгосрочную перспективу в плане тех или иных активностей, которые мы планируем реализовать среди тех инициатив, которые будут предложены. И результатом, безусловно, форсайт-сессии мы предполагаем станет некое согласование между всеми заинтересованными сторонами своих позиций относительно будущего центра, и также, возможно, определение основных векторов развития или путей, направлений нашего взаимодействия, как в целом между организациями, которые будут содействовать созданию этого центра, и также в дальнейшем будут привлекаться и захотят участвовать в его развитии. Мы, конечно, не строим сегодня дорожную карту, но, надеюсь, вы выскажете свои пожелания о наших все-таки каких-то желаемых результатах, которые мы хотим достичь. Позже участникам форсайт-сессии будет выдана проект резолюции форсайт-сессии, кто-то ее уже получил. И в конце, после окончания выступлений, будет время для ее обсуждения. А сейчас мы приглашаем для сообщения Марценюк Татьяну Александровну с сообщением о развитии межкультурного диалога через возможности межрегионального проекта Финно-Угорского библиотечно-информационного центра. Добрый день, уважаемые коллеги. Уже было сказано, что в Третьем Северном культурном форуме принимают участие 37 регионов России. Я с особым пиететом, с особым удовольствием хочу поприветствовать финно-угорские регионы, наших коллег из национальных библиотек, с тем, с кем мы работаем плотно в течение последнего года, и особенно в последнее время. Посмотрите на карту.
так мы представлены на карте России, довольно большая территория. И я оставлю этот слайд, и мы еще вернемся к этому слайду немножко возможно, на другой волне. Но прежде чем я перейду к сообщению, непосредственно к теме, хочу сказать о том, что некую предысторию вопроса, что произошло с момента окончания второго Северного культурного форума, где впервые была заявлена концепция Финно-Угорского библиотечно-информационного центра. Определены ключевые партнеры ФУБИЦ, по позволения буду кратко называть, национальные библиотеки финно-угорских регионов России, библиотеки федерального значения, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Всероссийская государственная библиотека на иностранных языках, назначены кураторы этого проекта, некоторые из них сейчас выступают экспертами во время нашей форсайт-сессии. Получены письма поддержки концепции ФУБИЦ от 8 национальных библиотек финно-угорских регионов, от научного сообщества финно-угроведов, от ряда организаций и учреждений зарубежных. Это кафедра финно-угорской филологии Венского университета, Национальной библиотеки Финляндии, Нижнесаксонской государственной библиотеки университета города Геттинген. Получено одобрение в МИД Российской Федерации при инициации этого процесса РГБ Вадима Валерьевича Дудо непосредственно. Состоялась презентация этого проекта на Российско-финляндском форуме в 2019 году в городе Тула. Состоялись рабочие встречи и в ряде регионов, а также скайп-встреча с представителями всех национальных библиотек финно-угорских регионов, где мы проговорили ключевые направления деятельности по центру. По итогам этой рабочей встречи библиотеки подтвердили или не подтвердили свое участие в развитии технологии сквозного поиска. Это 3 библиотеки, но все национальные библиотеки представили координаторов, назначили координаторов своих коллективов по организации тематических мероприятий, направленных на популяризацию и приобщение широкой публики к культуре и литературе финно-угорских народов. И некоторые из них присутствуют здесь у нас непосредственно сейчас. Коллеги, я очень рада видеть вас здесь, на форсайт-сессии. Благодарю вас за ту работу, которая проводилась накануне и до того, и надеюсь на плодотворное сотрудничество, еще большее сотрудничество далее. В соответствии с концепцией Финно-Угорского библиотечно-информационного центра определены, и в результате совещания были определены 2 ключевых направления деятельности этого центра. Первое – это разработка технологии сквозного поиска по электронным каталогам библиотек-партнеров финно-угорской тематики. И о нем будет говорить Наталья Леонидовна Саврасова, заместитель директора по автоматизации Национальной библиотеки Республики Коми. Она курирует это направление в нашей библиотеке. Мое выступление посвящено второму направлению, а именно организации и проведению тематических мероприятий о культуре, литературе финно-угорских народов на межрегиональном уровне в режиме онлайн. Как я уже говорила, эта инициатива и это направление было определено с целью знакомства и приобщения широкой публики финно-угорских регионов к культурным традициям финно-угорских народов на межрегиональном уровне. Исходными пунктами для нашего такого посыла и для такой идеи работы на межрегиональном уровне по тематическим мероприятиям являются некоторые моменты. Первый. Каждая библиотека, я имею в виду сейчас, конечно, все время национальные библиотеки финно-угорских регионов, и не только национальные, да, реализуют краеведческое направление деятельности, которое включает в себя проведение тематических мероприятий, посвященных творчеству писателей, поэтов, деятелей культуры региона, созданию своих информационных ресурсов, набирают популярность медиапроекты. Однако, если медиапроекты представлены в интернет-пространстве, то содержание тематических мероприятий, вышеперечисленных, оно остается только для пользователей самого региона или внутри одной библиотеки. Когда мы подключаем в действие режим онлайн, и подключаем именно этот режим онлайн, то
мы предоставляем доступ к тематике этих мероприятий широкой публике и других регионов. И я обращаю ваше внимание снова к карте. Да? То есть мы видим, как расширяется география, как увеличивается вовлеченность людей к тем самым вовлеченность вот в это взаимодействие финно-угорских регионов, по приобщению к культуре, литературе, к реалиям и к открытию чего-то новому. Сегодня на торжественном открытии есть форума, и не только там, очень много говорилось о сопричастности людей к тому, что происходит непосредственно здесь в регионах. Да? А здесь мы показываем, или мы обеспечиваем доступность для сопричастности далеко не к одному региону. И плюс ко всему прочему, это регионы, которые связаны между собой языковой общностью. То есть у нас есть такая своеобразная специфика, да, особенность. Далеко не все регионы этим могут похвастаться. Следующий постулат или следующий тезис, исходный пункт, почему мы приглашаем к партнерскому взаимодействию, к межрегиональному взаимодействию, это возможность таким образом постоянно обогащаться за счет потенциала друг друга, за счет контента, который предлагает каждая библиотека, за счет новых творческих идей, которые могут родиться при совместном обсуждении тех или иных проектов или ресурсов. И так далее, для обмена новыми форматами, возможно, для рождения каких-то новых форматов, творческих находок. То, что нам сложно бывает реализовать, когда мы находимся сами с собой, наедине, только в своей библиотеке, только в своем коллективе, когда из года в год мы реализуем одни и те же направления, и в какой-то момент, если я буду не права, поправьте меня, в какой-то момент, возможно, остаемся заложниками одних и тех же форматов, и сложно что-то бывает сотворить нечто новое, да еще с учетом меняющейся ситуации. Как сегодня было на одном из докладов отмечено на торжественном заседании, что зритель сейчас хочет прийти и просто побыть зрителем. Хорошо, в библиотеке он не заплатил деньги, но тем не менее он пришел, чтобы его поразвлекали. Да? Но опыт начинает показывать, что та самая вовлеченность в мероприятие или в то событие творческое, оно дает определенные эмоции, оно дает определенные результаты. Таким образом, если мы реализуем партнерское взаимодействие, то, на мой взгляд, мы можем говорить о команде не внутри одной библиотеки, из коллектива одной библиотеки, а посмотрите, из 9 регионов, да, такой большой команды, которая обладает, я думаю, колоссальным потенциалом и возможностями. Вот еще раз хочу посмотреть на карту. Да? Вот, мне кажется, что речь идет совершенно уже о других границах. Вот мне сейчас видите все наши регионы, они уже как один регион практически, да, вот в такой в творческом порыве. И получается, что мы сами себя не ограничиваем, и мы не ограничиваем наших читателей. Сейчас все больше роль отводится библиотекам в деле формирования пространства знания, глобального мышления. Только что Вадим Валерьевич нам об этом говорил. Все чаще звучит тезис, гипотеза, если человека включить в международное и межрегиональное общение, то есть надежда, что и мыслить он будет иначе, шире, выходя за пределы своего места проживания, села, города, региона, чувствовать свою сопричастность к другим регионам России, культуре народов одной общности. И работу по приобщению широкой публики и к культуре финно-угорских народов можно вести разными способами. Я приведу пока только 3, наверняка их больше. Во-первых, это через доступ к печатным и удаленным ресурсам финно-угорской тематики. Далее, развитие языковых компетенций. Такие формы, как пробные уроки финно-угорских языков в рамках проведения Дней языков и культуры подобных мероприятий. Это развитие межкультурной компетенции через вовлеченность в тематические мероприятия о культуре и литературе финно-угорских народов. Таким образом, общими усилиями мы помогаем любому пользователю во всех наших 9 финно-угорских регионах мыслить более глобально, выходить за пределы своего уже сформировавшегося кругозора, быть вовлеченным в социокультурные проекты библиотек. И я хочу здесь вспомнить несколько медиапроектов, которые реализовались, были уже реализованы на межрегиональном уровне. Это проект Миномуза и «Читаем роман Элнет». И уже буквально
феврале состоялась акция в Югре «Читаем вслух», когда читали стихотворения на разных языках, в том числе и финно-угорских народов. И еще планируются подобные акции в Мордовии 19 марта, которые мы находимся на стадии обсуждения, как мы будем участвовать и так далее. И вот по сути мы помогаем быть сопричастными к одной культуре, но и одновременно к разнообразным. Эта деятельность библиотеки как раз о развитии человека и наращивании человеческого капитала России. Опять-таки то, о чем нам говорилось сегодня и на торжественном заседании, и в первом выступлении. Наш отдел литературы на иностранных языках начал работу по вовлечению пользователей библиотеки в межкультурный диалог порядка 4 лет назад. И это очень быстро принесло свои плоды. И я не приведу сейчас таких цифр, как Вадим Валерьевич, но эта тенденция стала такой. Мы очень быстро завоевали новых читателей, пользователей, постоянных посетителей мероприятий, и это число посетителей постоянно увеличивалось. Межкультурный диалог – это всегда взаимодействие, это коммуникация представителей разных культур. И хотя мы говорим в данный момент о культуре одной языковой общности и априори понимаем друг друга, имеем одно историческое прошлое, тем не менее жизнь в регионах всегда имеет свои отличия, имеет свои оттенки, особенности, и каждая финно-угорская культура имеет свои географические реалии, исторические, культурные, которые хорошо знакомы людям, которые живут в этом регионе, и становятся большими открытиями для людей из других регионов. В феврале месяце мы провели такой экспресс-опыт по проведению мероприятий онлайн с регионами. Состоялось их порядка 6. Они здесь все перечислены. Начали мы 6 февраля с трансляции в социальной сети ВКонтакте Мурманской областной научной библиотеки к Международному дню самов с презентациями книгами. Далее это была лекция. Далее это акция «Единый день чтения в Югре», читаем на родном языке. Онлайн-конференция «Читаем с автором» по детективной трилогии молодежной финской писательницы Саллы Симука. Это наше предложение было. Калевала «Рождение мира» и литературно-музыкальная программа «Рун. Неспешное сказание. Переводчики карело-финского эпоса Калевала». Само собой разумеется, 2 последних предложения были от Республики Карелия. Какие впечатления? Поделюсь впечатлениями, размышлениями, соображениями своими личными, а также своих коллег, и также по отзывам некоторых коллег из регионов. И далее приглашаю вас к обсуждению, но уже в режиме регламента. Очевидно, что такие мероприятия могут быть краеведческого характера, краеведческого содержания, но мы всегда думаем о целевых группах, будь то это учащиеся каких классов, или это широкая публика, научное сообщество, образовательное сообщество. По формату это беседа или это презентация книг, знакомство с творчеством того или иного автора, предполагает ли встреча одностороннее общение, то есть лекционный формат, либо вовлечение, некие задания по прогнозированию самой книги, ее текста, догадки, обмен прочитанным до того или во время. Да? И, кроме того, немаловажен вопрос технического обеспечения, и всегда нужно думать о том, выбирая той или иной способ трансляции, хотим ли мы, опять-таки, работать в однонаправленном режиме, как трансляция ВК, или же в диалоге, и тогда это будет технология вебинара. Ну и я завершу, поскольку нет времени, я не буду говорить о нашем мероприятии, да, но я завершу свое выступление словами из интервью финской писательницы Саллы Симука, чьей книге была посвящена встреча. Ей был задан вопрос, как литература способствует общению между культурами, и она ответила: я думаю, литература может говорить через все границы и языковые барьеры. Литература способна показать, что в глубине души нас объединяет больше вещей, чем разделяет. Спасибо. Спасибо, Татьяна Александровна. Уважаемые коллеги, таким образом, наверное, спасибо, Татьяна Александровна, вы не уходите, мы можем, наверное, констатировать, что вот первые опыты
по проведению различного рода мероприятий мы, безусловно, принимаем успешными. Да, мы предлагаем их в дальнейшем развивать, но и также искать новые какие-то формы, да, работы с тем, чтобы, во-первых, и продвигать проект, и привлекать к этому, безусловно, большее количество заинтересованных участников. I would like to add something as well. In past 8 years, I've been visiting quite a lot of Fenugreek regions, and I've been visiting libraries here and there, and some of the people have visited Finland, and we have had some cooperation in past, and I'm really delighted to see that now you libraries actually are raising up this issue and case, and you're doing it yourself, not separately, so do cooperate. Вчера у нас был предварительный разговор с экспертами, с вами, Юсипека, и этот вопрос звучал, собственно говоря, зачем нам сейчас это взаимодействие, оно насколько вообще-то актуально. Вот мой посыл всегда, есть немецкая пословица, да, «Einigkeit macht stark», то есть единство, сила всегда в единстве. Мне кажется, что на современном этапе довольно сложно быть успешным, всегда находясь в одиночестве. Ну, или действовать только самостоятельно и как-то вот исходя из своих собственных побуждений. Мне кажется, что объединение всегда обогащает, оно всегда делает более сильными, да, более, наверное, насыщенными, более интересными. И кроме того, совместная работа дает всегда больше успеха. Сегодня говорили о счастье. Я хочу сказать, что успех дает колоссальное чувство счастья. Что еще? Уважаемые коллеги, мы приглашаем Саврасову Наталью Леонидовну в качестве эксперта с темой технологии сквозного поиска как инструмент информирования о наличии документов и организации доступа к полнотекстовым базам данных библиотек финно-угорских регионов. Так, уважаемые коллеги, в связи с тем, что мы обсуждаем создание финно-угорского библиотечно-информационного центра, говорить только о культурных мероприятиях и каких-то продвижении культуры недостаточно показалось, на наш взгляд. Нужно вносить в деятельность центра именно библиотечную составляющую. И в связи с этим мы задумались о том, чтобы обеспечить нашим пользователям Финно-Угорского библиотечного центра доступ к нашим ресурсам. Под ресурсами. Что мы будем понимать под ресурсами? Это прежде всего электронные каталоги, которые есть у каждой библиотеки. Это база данных статей, электронные библиотеки, которые создаются в каждой библиотеке финно-угорских регионов, полнотекстовые базы данных открытого доступа и полнотекстовые базы данных, которые доступны библиотекам по подписке. Для того, чтобы полностью удовлетворить запросы наших пользователей, необходим удобный механизм поиска во всех этих ресурсах. Поэтому мы стали задумываться о том, чтобы сделать сквозной поиск по тем ресурсам, которые есть в наших библиотеках. Вот такая картинка на слайде, да, это очень небольшая часть тех ресурсов, которые наши библиотеки создают. Это электронные каталоги, как было сказано, и электронные библиотеки. Масса электронного контента создается самими библиотеками, в том числе, например, аудиозаписи, оцифровка каких-то фольклорных произведений. Я знаю, что в библиотеке Карелии есть целый сайт, посвященный этому, и не один, да. Есть оцифрованные произведения наших авторов. То есть очень-очень большой массив наших ресурсов, к которым хотелось бы дать доступ нашим читателям, сделать их доступными и какой-то удобный механизм им предложить. Проблемы, которые существуют при использовании этих ресурсов,
из предыдущего слайда, из предыдущей картинки, я думаю, что они были уже очевидны. Ну, во-первых, такие ресурсы, они очень в большом количестве, и каждый из них имеет свою индивидуальность. У них индивидуальный доступ, у них индивидуальные интерфейсы, у них разные правила каталогизации. Несмотря на то, что мы каталогизируем литературу в формате Росмарк, тем не менее подходы к каталогизации у нас отличаются. В связи с этим будут отличаться механизмы поиска, правила поиска, отличаются пользовательские интерфейсы. Ну, то есть банально выглядят странички сайта по-разному. Для того, чтобы пользователю искать документы во всех этих ресурсах, нужно знать об их существовании. Во-первых, прежде всего, да, они должны легко находиться. Нужно уметь ими пользоваться, потому что, например, есть такие ресурсы, которые создают вообще муниципальные библиотеки, не обязательно национальные библиотеки регионов. Вот я знаю, у Мариэл есть такие библиотеки, которые на своих сайтах выставляют свои оцифрованные какие-то коллекции. Такие сайты, как правило, очень трудно найти, если не знаешь об их существовании. Также составляет определенную сложность поиск на национальных языках. Поэтому мы подумали о том, что должно быть какое-то поисковое окно. Поиск должен быть в одном окне, чтобы пользователь, зайдя туда, мог найти любую литературу, любой оцифрованный объект какими-то простыми и доступными ему способами. Что нас вдохновляет? То есть почему мы считаем, что это возможно, почему мы считаем, что это нужно делать? Ну, во-первых, это... сначала я сюда написала, что система поиска в едином окне – современный тренд развития библиотечных электронных каталогов. Да? Но потом слово «современный» убрала, потому что эту задачу решали библиотеки всю историю создания каталога, всю историю электронной машиночитаемой каталогизации. Как только начали создаваться машиночитаемые каталоги электронные, появилась задача какого-то объединения и создания поиска через единое окно. Многие из нас участвовали в проекте LibNet, например. Есть сводные электронные каталоги практически у каждой национальной библиотеки. Сводные краеведческие электронные каталоги. Есть сводный каталог финно-угорской литературы у Российской национальной библиотеки. И так далее. Можно бесконечно перечислять уже созданные ресурсы. Далее, глобальные поисковые системы появляются с 2009 года. Это тоже своеобразные сервисы, надстройки, которые помогают библиотекам искать в разных базах. Но у них есть определенные проблемы, если говорить об их использовании на наших площадках. Да? Во-первых, они слишком дорогие для российских библиотек, их стоимость очень высокая, и там тоже есть нюансы их использования. Далее, такой тренд последних 2 лет, скажем, в Abyss-APAC Global, который пользуется наша библиотека, стала возможна интеграция внешних поисковых систем. В частности, программный продукт Apache Solar. И, наконец, через 2 месяца будет проходить конференция Российской библиотечной ассоциации, где будет представлен проект концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации. Мы надеемся, что он будет утвержден, принят. И мы, как участники секции по автоматизации и каталогизации, участвовали в обсуждении этого проекта концепции. И в частности, что касается создания электронных каталогов, там обозначен вектор движения в сторону создания справочно-поискового аппарата в едином окне и кооперации библиотек. Мы предполагали сначала такую достаточно простую схему, когда берутся каталоги, собственно, как мы хотели это сделать, да? Когда берутся каталоги разных библиотек наших и пишутся некие модули программные, API-модули, которые позволят нам объединить результат поиска в едином окне. Мы провели небольшой эксперимент. Благодарим библиотеку
Удмуртской республики. Они согласились поучаствовать в этом эксперименте. Мы попробовали сделать такой поиск. Ну, это сразу оговорюсь, что это еще не технология, это иллюстрация того, что в принципе могло бы быть. Некое окно, справа выбираются библиотеки, в каких библиотеках можно провести поиск, и дальше этот поиск выполняется. Я попрошу, запустите, пожалуйста. Вот, например, выбрана одна из библиотек, вводится поисковый запрос, и индикатор показывает, что поиск проходит в одной из баз. Проходит, занимает какое-то время, потому что отзыв библиотеки. Вот результат поиска мы получаем и пробуем найти, 26 источников найдено, и пробуем найти в другой базе 7 источников найдено. Поиск прошел намного быстрее, как вы видите. Да? В результате поиска выводится пока что только заглавие, единственное поле. Но с каждым заглавием рядом есть кнопочки, которые показаны, в какой из библиотек это издание находится. Потом при нажатии на эти кнопки можно будет перейти непосредственно в каталог, непосредственно на ту библиографическую запись, которая была обнаружена этой вот системой. Два индикатора, зелененький и красненький. Зеленый показывает, что отклик от сервера уже получен, красный показывает, что мы его еще ждем. То есть от одного сервера мы получили отзыв, поиск прошел. Вот переход в электронный каталог, мы видим библиографическую запись. И сейчас вторая откроется тоже. Вот вы видите, как это все выглядит. Это лишь небольшой эксперимент, который мы проделали. То есть он еще не претендует на что-то. Ну, мы можем проиллюстрировать, что это в принципе возможно. Ну, уже даже из этой небольшой иллюстрации можно обозначить проблемы сквозного поиска. Во-первых, разные мощности серверов. Да, вы видели, что в разных базах поиск происходит с разной скоростью. Чем больше этих баз будет подгружаться, тем больше будет время ожидания. Это ощутимая проблема, которую нужно решать. Далее, различия в принципах индексирования разных баз данных. Эта проблема приводит к тому, что нам придется отказаться от ряда поисковых возможностей. То есть, если в одной базе есть индексы, а в другой нет, то уже эта часть отсекается. Доступность поиска только в ресурсах открытого доступа, то есть те ресурсы, которые закрыты авторизацией, нам для поиска уже, увы, недоступны. Сложности урегулирования вопросов соблюдения авторского права и отсутствие единого авторитетного файла. То есть мы здесь, если мы ищем в разных каталогах и заранее не каталогизируем с единым авторитетным файлом, то уже авторитетный контроль здесь невозможен. То есть вот ряд проблем очень серьезных и очень объективных, которые выступают при сквозном поиске. Что нужно сделать для того, чтобы часть хотя бы этих проблем решить? Определение данных в библиографических записях, выработка единых правил каталогизации и индексирования для библиотек участников ФУБИЦ. То есть если мы с вами договоримся о правилах каталогизации с учетом вот этого сквозного поиска, то есть сделаем так, чтобы в этом едином окне наши источники находились одинаково, равнозначно, несмотря от того, в каком из каталогов мы их ищем. Создать авторитетный файл, который позволит, как вот мы вчера обсуждали, да, искать на разных языках, задавать поиск на разных языках и разработать рубрикаторы. Далее уже такие далеко идущие планы, несмотря на то, что мы не сделали еще самый первый шаг, да, то есть поиск по электронным каталогам, просто по метаданным на физические носители. Это только самый первый шаг, который мы могли бы сделать. Но для современной библиотеки, для современного пользователя просто проинформировать о том, что источник библиотеки имеется, уже недостаточно.
Современному пользователю нужно этот источник каким-то образом предоставить, дать его в руки, что ли, как так сказать, да? Поэтому следующими шагами могут стать развитие поискового аппарата, сервисов для пользователей. То есть поисковый аппарат можно совершенствовать. Мы это отработали на своей электронной библиотеке. То есть когда там была сначала всего одна поисковая строчка, потом добавился целый ряд фильтров, который позволяет уже делать более детальный, точный, релевантный поиск того издания, которое необходимо пользователям. Из сервисов, например, можно подключить автоматизированную службу межбиблиотечного абонемента и электронной доставки. То есть сейчас у нас жизнь вынудила нашу библиотеку сделать электронный заказ удаленный, и мы сразу оценили удобство этой услуги, когда нажал на кнопку и сразу видишь, когда и по какому адресу ты можешь получить книгу. Если мы говорим о пользователях удаленных, то это МБА и ДД. Создание личного кабинета пользователей с соответствующими настройками, да, этого личного кабинета. Персонификация услуг. Далее можно уже говорить о поиске в полнотекстовых базах данных. Это особо сложная задача, потому что у нас полнотекстовые базы данных в разных библиотеках, но в очень разных форматах и очень разных видах представлены. У кого-то есть базы данных, у кого-то их несколько, у кого-то одна. Кто-то вообще без баз данных просто выводит списком на скачивание на своих страничках полнотекстовые ресурсы. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, разработка инструментов работы с полнотекстовыми ресурсами. Здесь мы можем привлекать таких партнеров, как ученые, которые изучают и составляют корпус языка. Корпус языка, например, очень хорошо отрабатывается, и мы могли бы привлечь в качестве партнеров его создателей. Включение в перечень ресурсов музейных архивных объектов. И создание системы электронного абонемента, в конце концов, когда можно будет выдать любое издание оцифрованное пользователю на какой-то ограниченный срок. Ну, по примеру, как это делает Литрес, например. Для того, чтобы достигнуть всех этих далеко идущих целей, нам нужно решить ряд задач. Создать межрегиональное объединение библиотек финно-угорских. По сути дела, оно еще у нас не создано. То есть нам надо договориться друг с другом и заключить соглашение о том, как мы будем работать и что именно мы будем делать. Далее, провести обследование электронных ресурсов, сделать их описание, паспортизацию, задокументировать проблемы, определить пути решения. То, что нам предстоит сделать, наверное, уже в рамках этого соглашения. Далее изучить содержание полнотекстовых коллекций, провести маркетинговые исследования, выявить основные группы пользователей. Это нужно сделать для того, чтобы разработать способы форматы представления полнотекстовых коллекций. Я говорю о том, что, например, школьнику, который пишет реферат, и ученому, который занимается научной работой, представлять оцифрованные издания нужно немножко в разных видах и давать им разные инструменты для работы. Необходимо создать веб-портал Фубиц, разработать инструменты работы с полнотекстовыми коллекциями и немаловажный момент, про который многие забывают, провести маркетинговую кампанию по продвижению нашего центра, нашего ресурса. И в заключение буквально несколько слов про веб-портал Фубиц. Это уже непосредственно к поиску имеет такое опосредованное отношение. Нам необходим веб-портал для того, чтобы представлять финно-угорский библиотечный центр в интернете. На этом веб-портале нужно будет сделать окно для трансляции в прямом эфире. То, о чем говорила Татьяна Александровна, нужно какую-то свою площадку для того, чтобы представлять нашу работу. Также будет там размещаться архив проведенных трансляций, будет площадка для вот этого окна единого поиска обязательно. Ну и, возможно, если у нас с вами появятся какие-то совместные проекты, то мы можем использовать этот сайт для отображения, для размещения результатов, потому что, вот, например, те же проекты по совместному чтению на разных языках, они уже выдают некий продукт. То есть проект прошел как мероприятие, но ведь остался же продукт, оцифрованное, записанное видео, оцифрованная речь,
разные языки. Можно его использовать для того, чтобы показывать здесь. Ну и, конечно же, сайт должен стать маркетинговым инструментом. То есть нужно его использовать для продвижения. Это, ну, как надо не забывать об этом. Ну, можно, на этом я, наверное, закончу. Уважаемые коллеги, как вы видели, Наталья Леонидовна обрисовала, я бы сказала, далеко выходящие за рамки технологических решений проблемы. Да, это и начиная с организационных вопросов о необходимости кооперации библиотек и участников вокруг проекта и, соответственно, разработки некой организационно-правовой документации, но и, безусловно, огромный комплекс технологических проблем, которые предстоит решить, и даже уже внутри этой технологического направления, как вы видели, выделяются достаточно такие самостоятельные уже направления, по которым, например, могут быть сформированы отдельные рабочие группы, даже и в плане не только разработки единого окна, интерфейсов и отлаживания лингвистических, да, составляющих технологии сквозного поиска, но и также, конечно же, возможность привлечения к участию в проекте более широкий спектр, да, ресурсной базы, это, как вы озвучили, и архивы, и музеи. И, конечно же, портал, который предполагается, так сказать, сделать в результате как такую составляющую структуру этого центра, безусловно, будет и проводником для них, послужит в мир, так сказать, обширной финно-угорской культуры, который будет аккумулировать всю составляющую вот тех вопросов, которые вы так очень обрисовали широким спектром. Очень Спасибо. широким, поскольку форсайт все-таки предполагает мечты о будущем, ну вот считайте, что это мы помечтали о будущем сейчас. Но я думаю, что нет ничего невозможного, если достаточно энтузиазма к этому вложить. Сейчас объявляется перерыв на кофе-паузу. Перерыв, может быть, мы его сократим, у нас по регламенту 30 минут он идет. Я предлагаю сделать его покороче немножко. Дайте 15. 15 минут.